Добрый день, дорогие друзья! Я вас сегодня, пользуясь этим моментом, поздравляю всех вас, прежде всего, а в вашем лице всю молодежь нашей республики наступающим 2021 годом. Уходит история очередной 20-й год. Весьма символично, что мы встречаемся самый короткий день 2020 года. Через 2-3 дня время наберет свою скорость, и день все длиннее и длиннее будет становиться. Непростой год уходит, но главное, мы выстояли. Сегодня задача стоит победить без большого ущерба эту трагедию человечества 21 века. Наше поколение и молодое поколение никогда не встречались с этой болезнью, пандемией, охватившей всех и вся. Россия выстояла, и мы выстояли. Я хотел бы поблагодарить всех вас, наша будущая и настоящая молодежь, что проявили выдержку, показали послушность, сплоченность. Это главное было, чтобы мы победили. Я постоянно наблюдаю за успехами нашей республики и постоянно радуюсь стремительным движением вперед. Все новое и новое каждый год и подходах к решению сложнейших проблем Севера, Арктики. Безусловно, вы вносите, молодежь, определенный вклад. В ваших плечах будущее, и вы набираете опыта, быстрее взрослейте. Я хотел бы в вот этих конкурсах, которые вы проводите, смотрах, это действительно смотр возможностей, способностей, талантов нашего молодого поколения. Поколение, родившее в 90-х годах, уже вы по возрасту уже 30 лет уже в Новой Якутии, родившиеся, живущее молодое поколение. Я вот как-то Ольгой Семеновной где-то год тому назад у него в кабинете встречались, обменивались мнениями. И как-то я сказал, что вот конкурс, который вы проводите, или игру, министр, как-то он не соответствует. Вы слишком уклон берете на воспитание, на развитие талантов, чтобы в будущем они были только госслужащими. Этого мало. Это однобокость. Надо общество развивалось, и каждое направление общества имело своих лидеров, своих выдающихся лидеров, людей, которые были компетентны, которые двигали это направление, будь это здравоохранение, будь это образование, будь это культура, будь все то, что в реальной жизни присутствует в нашей жизни. Я вспоминаю 90-е годы. Сперва куда бросилась наша молодежь? Торговлю. Ездили, понимаете, по всему
по всей России, по всему миру привозили что-то, какие-то вещи продавали и так далее. После этого появились развитие банковской системы. И наша молодежь туда бросилась. Так? Но потом и того не получилось, и того не получилось. И начали броситься, понимаете, в государственную службу. Вот видите, как молодежь живо откликается на те или иные проблемы, жизненные прежде всего. А сегодня настало, наверное, время все же посмотреть, чтобы наше общество равномерно развивалось. Общество наше будет развиваться тогда, когда своих лидеров будет иметь, о котором я говорил. Прежде всего, когда мы отчитываемся, что сделали за уходящий год, я просил бы молодежь, и прежде всего победителей, сидящих, участников данного конкурса, задать самому себе вопрос, а что я сделал лично? И вот этот вопрос должен сопровождать вас всю жизнь. И тогда вы не ошибетесь. Именно самодисциплина, именно выработка характера, воли, именно правильная постановка перед собой задачи и каждый раз возвращаться к этому вопросу, а что я сделал, подводя итоги года, вот тогда у вас выработается цельность. Это приведет в движение колоссальную внутреннюю вашу силу. И прежде всего духовность. Ваша душа будет тише. Духовность, душа – это не простые слова. Это могучая сила, внутренняя сила человека, которая преобразует человека, самого себя. А через него, там, где он работает. Нельзя быть только специалистом. Нельзя только говорить красиво, долго, жонглировать различными терминами и так далее. Посмотреть глубже самого себя. Учиться в жизни реальной. Не только в конкурсах вы приобретаете знания, а в реальной жизни простыми людьми. Ведь народ Саха, почему далекие годы, далекие веками, отделяющие от нас время, выдержало, живя в балаганах, приспособленных только жилью, без пола, без окон, потому что в этих домах жило несколько поколений семьи. Дед, бабушка, отец, мать, сын, сыновья. Потом появились семьи, потом дети и так далее. То есть в одном доме жило практически 3-4 поколения. И они передавали друг другу, поколение с поколения, все лучшее, что накапливали в реальной жизни. На мой взгляд, вот это у нас сегодня отсутствует. Но его надо заменить другими подходами. Мы всегда говорим и удивляемся, восхищаемся, какой начитанный человек. Начитанный, который много знает. Молодежи, прежде всего, надо продолжать. Продолжать с малых лет своим детям, своими детьми и так далее. Я, пожелая всего доброго, хотел бы напомнить, я в 2009 году написал вот такую книгу
Она называется «Сотворение будущего». И вот этой книге я изложил свое видение. Будущее нашей молодежи, нашего общества, наших чиновников, как должны работать. Именно человеколюбие должна на всех этапах нашей жизни присутствовать. Ведь человек рождается не только ради себя, но делать добро людям. К сожалению, вот это ни в конкурсах, ни олимпиадах, ни вообще в подборе кадров не учитывается. А учитывать можно, как он проявил молодые годы в отношении людей, в отношении самого себя и так далее. Проследить, как он вырабатывает в себе черты характера, как отношение к людям, дружбы своему, чтобы у нас не было предательства, не было, понимаете, плохих поступков в отношении друга, знакомых, людям простым и так далее. Я благодарен, Ольга Семеновна, прежде всего вам, что вы послушались и своими коллегами, друзьями, все же тот конкурс, то соревнование вы как-то поменяли с таким расчетом, что не только готовите будущих чиновников, а представителей всех слоев общества, через которого вы в будущем будете управлять обществом. Я желаю всем нашим друзьям, молодому поколению и Министерству по делам молодежи надо более активно, настойчиво решать проблемы. Надо иметь свою сферу влияния. Я нисколько не охаиваю, не критикую комсомол. Но у комсомола много было учиться и сегодня. Знаете, вот, когда поднималась Селена, кто поднимал? Молодежь. Это лицо комсомола было. Кто поднимал строительство крупнейших объектов страны? Молодежь в виде ударных комсомольских строев. Вот в Якутии есть проблема. Создать новый облик села. Это великолепный проект был бы, если молодежь во главе Министерства молодежи взял бы в свои руки эту проблему, что нам нужен новый облик нашего села, чтобы люди не чувствовали разницы между городом и селом, а преимущество было в селе. И уходящий год показал, насколько люди и духовно, и понимая корни у них в селе, стремились в село. И начинают городские жители строить свои великолепные дома в сельских местностях. Вот такую бы задачу поставила бы наша молодежь перед собой. На века вы писали бы свое имя на долгие годы, что вы заложили именно создание нового облика села, благоустроенного, чтобы усадебного типа, чтобы в каждом селе, в каждом дворе, как наши предки жили, чтобы все было, и усадебное хозяйство, и есть где отдыхать, есть где трудиться, все было бы под рукой. Или мы должны вот создавать на селе, раньше были клубы, куда ходили и взрослые, и молодежь. А по всей видимости, сегодня в селах надо и другие подходы искать, где люди встречались бы, отдыхали бы, играли бы, закалялись бы и так далее и тому прочее.
Ведь в селе живет и молодежь, и старшее поколение. Ну, молодежь туда-сюда бегает и так далее, уезжает, приезжает. А пожилые люди, это трудно жить. Им негде встречаться. И они, по сути дела, уходят, отделяются и так далее. Они замыкаются. Тем более вот во время болезни сказали, изоляции находитесь. Старше 60 не выходите, никуда не ходите и тому прочее. И так далее. Поэтому село требует нового подхода, новых решений, понимаете, новых взглядов. Вот куда бы направить дерзание, ум молодого поколения. Я желаю от души и обнимаю вас наступающим Новым годом. Желаю успеха и удачи. Спасибо, друзья.